В Россотрудничестве завершился отбор абитуриентов из Абхазии, поступающих в вузы России. Как завершилась кампания и каковы особенности этого года, об этом будем подробно говорить с руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрием Федотовым. Он расскажет об итогах отбора абитуриентов. Он сегодня на студии. Дмитрий Геннадьевич, приветствую, спасибо, что пришли к нам. Добрый день. Итак, об итогах кампании будем говорить. Как она завершилась? Вы довольны результатами? Я думаю, что кампания завершилась более-менее благополучно, хотя, если честно говорить, то не совсем мы довольны результатами этой кампании, так как у нас в этом году были выделены целенаправленно квоты на технические специальности именно для аэропорта. И вот в этой связи мы, конечно же, скажем так, недовольны тем, что, по крайней мере, из тех 25 квот, которые мы запланировали на технические специальности, на обслуживающий персонал для аэропорта, то выяснилось, что у нас из 25 человек на самом-то деле этой возможностью воспользовалось в этом году только 8 человек. Поэтому с этой точки зрения мы недовольны. Но с другой стороны, в принципе, кампания прошла, я считаю, достаточно хорошо. Вот у меня цифры, они таковы, что было подано 203 заявок, при том, при всем, что у нас 110 квот было выделено на Республику Абхазия. Из этих 203 заявок у нас было одобрено 89 кандидатов, и на сегодняшний момент 84 находятся на этапе зачисления. То есть это говорит о том, что в среднем, в принципе, был конкурс, это 2 человека на место. Поэтому в этом плане все-таки это было, я считаю, неплохо, по крайней мере, был конкурс, и мы не просто набирали, так сказать, людей, которые подали документы, но среди них был и проходил естественный, нормальный профессиональный отбор. Вы довольны подготовкой абитуриентов? Насколько они были к этим тестированиям готовы? Их уровень знаний? Вы знаете, в принципе, если я правильно понимаю, потому что в прошлом году я не проводил эту кампанию, в этом году, когда мы уже проводили эту кампанию, мне показалось, что уровень ребят достаточно высокий. При этом на очень высоком уровне у нас показало немного абитуриентов. Большинство это был, скажем так, средний уровень. Но понятие средний уровень, оно тоже неплохое, и я считаю, что в этом плане, конечно же, качество обучение ребят в Республике Абхазия, оно, как мне кажется, становится год от года лучше. А вы сказали, что примерно 2 человека на место. Да. Но я знаю, что есть специальности, на которые был конкурс выше. Вот какие специальности были наиболее востребованные? Наиболее востребованные специальности у нас уже это классическая ситуация в Абхазии. Это, прежде всего, конечно же, медицинское направление, это творческое направление, но, тем не менее, радует, что в этом году также был большой конкурс на IT-специальности и на строительство, и архитектура, и журналистика. Я надеюсь, по крайней мере, хотелось бы в это верить, в том, что в прошлом году мы проводили журналистский конкурс «Взгляд-2022», и я надеюсь, что этот конкурс сподвиг некоторых ребят на то, чтобы поступать на эти специальности. По крайней мере, хотелось бы в это верить. А есть эти ребята? Вот вы же этих ребят знаете, которые участвовали в конкурсе? На сегодняшний момент я пока не могу сказать, потому что у нас все ребята, скажем так, идут обезличенные, они идут под номерами, поэтому сказать, кто из них участвовал в этом конкурсе, кто не участвовал, пока я не могу сказать. Собственно, вы понимаете, что они обезличенные, как раз-таки это связано с тем, чтобы, по крайней мере, не было возможности кого-нибудь продвигать целенаправленно. Чтобы прозрачно это все происходило. Давайте объясним нашим слушателям вообще, как эти тестирования происходят. Тестирование на самом-то деле происходит, они из года в год, последние года они происходят одинаково. У нас все ребята сдают необходимые документы для поступления. И в этом году радует о том, что все-таки ребята более серьезно к этому вопросу подходили. Хотя были, конечно же, и сбои в том плане, что не совсем, многие качественно отсканировали свои документы, и поэтому нашим консультантам приходилось с ними работать для того, чтобы, как процесс происходит, они сдают документы, эти документы мы перенаправляем в Москву,
Москва их уже окончательно проверяет. После этого нам возвращают те материалы, которые необходимы на доработку, и мы уже связываемся непосредственно с ребятами. И этот процесс, такой, он цикличный. Но в этом году, и, как я сказал, это было уже, насколько я понимаю, меньше проблем, чем в предыдущие годы. Так вот, после того, как ребята у нас сдают все вот эти вот материалы, после этого для тех специальностей, которые предназначены, то есть я имею в виду технические специальности, и там медицинское, и IT, программирование, на эти специальности им необходимо проходить и так называемые так сказать, тестирование здесь уже у нас, оно тестирование дистанционное. И те ребята, которые идут на творческие специальности, у них, в принципе, они отсылают свои творческие работы в те вузы, в которые они поступают, и уже для них либо идет прямое зачисление, либо же у них идет, так сказать, уже творческий конкурс их работ. А что касается ребят, которые на технические, то они, конечно, было дистанционное тестирование их, и это дистанционное тестирование проходило как в рамках нашей договоренности с Министерством просвещения в школах, которые оборудованы, так сказать, необходимым оборудованием, потому что там необходимы компьютеры и необходима видеозапись. Причем видеозапись необходима как самого участника, так и как бы его рук, его лица и так далее, чтобы не было возможности... Еще одна камера должна снимать процесс. Подтасовывать, да. Так вот, после вот этого тестирования здесь были небольшие особенности, потому что многие, так сказать, хотели это делать дома. И были же, конечно же, случаи, когда ребята попытались, скажем так, немножко, может быть, где-то и славировать. Помочь себе. Да, помочь себе, так сказать. И, к сожалению, пришлось этих ребят, так сказать, отстранить от дальнейшего поступления. Но, тем не менее, более-менее, скажем так, все нормально прошло. И слава богу, что во время этих экзаменов не было, скажем так, веерных отключений, в результате которого, так сказать, могли быть сбои при сдаче самого экзамена. Но, тем не менее, там, где это проходило, для ребят были оставлены резервные дни, в рамках которых они, в общем-то, могли пересдать, эти работы. Чем поэтому хорошо, когда они сдают в тех местах, где мы договариваемся с организациями, в данном случае там с Министерством просвещения, с тем, что мы фиксируем сбои системы, и тогда мы уже можем апеллировать к нашим коллегам из Москвы с тем, чтобы проходить, так сказать, повторное тестирование. Если же это дома проходит, то тут еще вопрос, проблематичнее, да. Как я понимаю, они сейчас прошли отбор, но вузы уже сами будут определять, в какой именно вуз они смогут поступить. Это уже они выбирают. Они выбирают, как вы знаете, они выбирают до 6 вузов. То есть, когда они поступают, они выбирают до 6 вузов, в которые они хотели бы поступить. Дальше идет уже конкурс самих вузов. То есть, у каждого вуза есть своя определенная шкала, и у одних вузов, таких как столичные, там, соответственно, шкала более высокая. Те вузы, которые в других городах, там шкала может быть пониже. Поэтому, если ребята набирают по максимуму, то они могут поступить, не то, что могут, они поступают там в столичные вузы. Если же у них набирается поменьше, то, соответственно, они переходят из тех вузов, которые они для себя решили, переходят в другие вузы. Бывают случаи, когда, и вот сейчас у нас есть эти случаи, когда абитуриенты попадают сразу в несколько вузов, тогда в этой ситуации они, естественно, сами выбирают, какой вуз для них более-менее удобный. Это, конечно, здорово, когда у тебя есть такой выбор. Но, я думаю, да. А по поводу поступающих в магистратуру или желающих получить среднее профессиональное образование, ведь такая возможность тоже была? Да, такая была, и как бы на СПО у нас в этом году тоже был и конкурс, ребята проходили, хотя в этом году это было впервые, когда мы уже на среднее профессиональное образование, уже обучение набирали, но, тем не менее, это уже, на сегодняшний день это факт, и поэтому на следующий год я надеюсь, что мы увеличим количество людей, которые смогли бы поступать как в магистратуру, так и на СПО. Но для нас больше, не то, что для нас, я думаю, что это для республики больше интересно на СПО, потому что в этой ситуации, по крайней мере, ребята получают сразу специальность, которая может быть востребована республике, и они могут уже, собственно, претворять уже свои знания в жизнь. А какие это специальности, которым здесь не обучают в Абхазии? Например?
Не обучают, вы имеете в виду? Не обучают, но да. Среднее профессиональное образование, которое можно получить в России, которое невозможно здесь получить. Я думаю, что это в том числе и IT-специальности, и программирование, это те, которые на более, скажем так, низком уровне, то есть это уже не высшая математика, но, так сказать, ребята, которые могут уже программировать на среднем уровне и работать с теми машинами, которые на сегодняшний момент как бы есть. Я имею в виду не разрабатывать программы, но работать с умными машинами среднего уровня. Поэтому здесь, в Абхазии, этим специальностям не обучают. Естественно, они востребованы больше, в смысле, они есть в России. Что касается... Да, и здесь я хотел бы повторить, что, конечно же, мы стараемся прежде всего, чтобы ребята получали те профессии, которые они не смогут получить в Абхазском государственном университете. Потому что, конечно же, для нас важно, чтобы ребята и проходили, поступали в национальный университет. Вообще, как формирование квот происходит? Формирование квот происходит у нас следующим образом. Мы каждый год даем заявку в правительство с тем, чтобы они уже по направлениям подготовили потребности республики в тех или иных кадрах. И уже на основании этих потребностей мы передаем эти данные в Москву, а Москва, исходя из своих возможностей, исходя из тех потребностей, которые есть, формирует тот пул квот, который уже спускает нам, и мы здесь, собственно, по нему работаем. То есть это, естественно, идет от республики. То есть республика формирует потребности, а мы формируем, так сказать, то, что мы можем удовлетворить. То есть специальности, которые нужны стране. Да. А как быть с ребятами, допустим, которые не набрали баллы, но они, допустим, кто-то хотел поступить на какой-то экономический факультет или по специальности медицина, не добрали баллы. А тут есть специальности, на которые вообще не было никакого конкурса, не было заявок. Есть ли возможность как-то ориентировать этих ребят? Нет, у нас как бы возможности для того, чтобы изменить специализацию, такой возможности нет. То есть ребята должны, скажем так, поступать по тем специальностям, которые они просили, и исходя из тех вузов, которые они заложили. Но в этой ситуации у нас была немножко другая сложилась ситуация, когда у нас, например, вот эти технические на аэропорт квоты мы не выбрали, то в результате этого у нас образовались излишки квоты, если это можно назвать излишками квот, которые мы в рамках рабочей группы, естественно, по согласованию с Москвой, смогли перераспределить на другие направления. То есть ребята, которые в этих направлениях находились в пограничном состоянии, то есть они, в принципе, могли поступить, но квот не было, когда мы эти квоты перераспределили по этим направлениям, они смогли этим воспользоваться и в результате этого поступить. Но это те, которые находились прям на совсем пограничном состоянии. Не те, которые не прошли, а те, которые прошли, скажем так, не хватило квот. Вот в результате, скажем, вот этой ситуации с аэропортом нам удалось сделать так, что ребята смогли поступить. Но бывает же действительно, что одинаковое количество баллов ребята набирают. Вот я про это как говорю. Между ними выбираете? В этой ситуации там уже идет... Тут ведь понимаете, что значит одинаковое количество баллов? Приблизительно одинаковое. То есть в любом случае оно равное не будет по причине того, что ребята по-разному сдавали олимпиады, ребята по-разному имеют аттестаты, да? Поэтому однозначно, что тот и тот набрал, грубо говоря, по 90 баллов нет, поэтому кто-то набрал там 90, кто-то набрал 91 балл, да? Поэтому, естественно, он 91 проходит, 90 вроде бы то же самое, но он не проходит. Вот ситуация с аэропортом им помогла. Скажем так. Здесь понятно. Вас что удивило в этой компании? Есть что-то такое, что... На самом деле меня удивило несколько моментов. Меня удивило, это то, что мы, несмотря на то, что мы старались проводить достаточно обширную кампанию, то есть мы выступали и у вас, в том числе на радио, мы давали информацию по своим социальным сетям, мы запустили... канал в телеграм-канале для того, чтобы консультировать ребят, которые хотят поступать по квотам. Мы ездили по городам и выступали на местных телевидениях для того, чтобы ребят приглашать на эти квотные кампании. Но потом, при общении, скажем так, и на улице, и просто где-то, ты понимаешь, что некоторые с удивлением узнают, что, оказывается, через Россотрудничество можно поступить на бюджетные места в Россию.
Вот это было, ну, реально удивительно, потому что, с одной стороны, вроде бы у всех ассоциаций Россотрудничества и квоты, у всех вроде бы все понимают, и мы обо всем говорим, да, но потом выясняется, что, оказывается, что действительно так можно было. Ну да, так можно было бы. Но почему об этом как бы, ну, так сказать, не знают, вот это для меня было удивительно. Потому что, я говорю, мы реально, как мне кажется, запустили по максимуму информацию во всех и СМИ, и сетях о квотной кампании. Да, и еще одна особенность, которую, наверное, я упустил, это то, что в связи с СВО, конечно же, у нас были достаточно большие атаки на наши сервера, которые в Москве, которые, собственно, занимаются по экзаменовке, вот по так называемому, ну, формированию вот этой базы данных. И для того, чтобы не потерять эту базу данных и чтобы контактные данные никуда не утекли, у нас каждый раз квотную кампанию откладывали. И в этом году она пошла у нас с очень большим опозданием. Уже она началась в этом году. То есть не в прошлом году, да, получается, а реально она началась как бы в этом году. И она была достаточно в сжатые сроки. Обычно она начинается у нас уже в октябре-ноябре. Да, почти с начала учебного года. Да. И тогда уже, так сказать, идет последовательно поступательный процесс. В этом году мы, конечно же, были вынуждены каждый раз переносить, а потом в сжатые сроки уже работать и с документами, и работать с экзаменами. Ну, учитывая опыт этой кампании, какой будет следующее? Вы можете уже об этом говорить? Или пока не приступали Нет, мы не то, что не приступали. Нет, мы сейчас как бы у нас разработана дорожная карта, в рамках которой, ну, так сказать, обозначены определенные шаги, в том числе нашего представительства. Сейчас пока мы сделали запросы в правительство Абхазии. Сейчас мы эти запросы обрабатываем, пока мы еще не передавали эти данные в Москву, потому что мы сейчас их обрабатываем. После этого будет передано в Москву, ну и дальше как бы этот этап будет запущен. С учетом того, что уже все-таки опыт какой-никакой у нас, ну, я имею в виду, опыт есть, мы надеемся, что в этом году она пройдет более, наверное, стабильно и более ровно. Вот. Единственное, только, если честно, то не могу сказать, что еще необходимо предпринять для того, чтобы ребята больше узнали об этом. Да. Возможно, с учетом того, что мы уже давно, собираемся все-таки уходить от крупных городов и делать акцент на посещение сельских школ, может быть, нам удастся здесь эту информацию больше распространить, поэтому надеюсь, что будет лучше. Для полноты, да, информации, вот для тех, кто нас слушает, все-таки что подразумевает квота? Речь идет только об обучении, чтобы родители и дети понимали, что это бесплатное обучение, но дальше другие расходы. Смотрите, тут как бы в зависимости от вуза это подразумевает, что ребенок получает это бесплатное обучение и проживание, в общежитии, да. Правда, у каждого вуза свои требования. Вполне возможно, что там необходимо платить за, так сказать, общежитие, но это не те деньги, как снимать квартиру, сами понимаете, да? Вот. Но, в принципе, да, это только обучение в основном, а все остальные траты, то есть, соответственно, те, кто либо не без общежития поступает, то это деньги, получается, и на перелеты в Москву, и траты на проживание, и, соответственно, траты на то, чтобы, просто ребенку, так сказать, и покушать, и провести какое-то время. Поэтому эти траты, конечно, ложатся на родителей. Надо сказать, есть возможность поступить в лучшие вузы России, в классические вузы России. Да. Список этих вузов. Список этих вузов я сейчас не могу, наверное, сказать, да, он достаточно для примера. Большой. Вот это в основном по линии Министерства иностранных дел, а все остальные вузы, они, пожалуйста. Есть такая возможность, я думаю, следующая кампания будет предоставлять тоже, может быть, даже лучшие возможности, больше мест будет. И, думаю, до слушателей дойдет эта информация. И также есть возможность поступить в магистратуру, продолжить обучение для тех, конечно, кто закончил здесь и хочет продолжить. Но, вы знаете, тут уже момент такой. Те ребята, которые поступили и прошли специалитет, либо они прошли бакалавриат, да, то поступать в магистратуру они уже будут на общих основаниях. А вот те ребята, которые, я имею в виду те с московскими, в смысле, с российскими, да, ребятишками, а вот те, которые здесь закончили бакалавриат,
и не имеют прописку на территории России, они могут, конечно же, спокойно претендовать на магистратуру и получить образование в России по магистратуре. Если совсем коротко, если закончил в России, хочет продолжить обучение на общих основаниях. То есть он будет вынужден на общих основаниях. Да, поэтому тут в этой ситуации такая вот есть небольшая особенность, да. Но зато те ребята, по крайней мере, которые в Абхазском университете получили, то они могут спокойно поступить на магистратуру. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, поделились информацией. Спасибо вам за то, что есть такая возможность, и очередной раз об этом напомнить. Спасибо. А нашим слушателям напомню, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов рассказал об итогах отбора абитуриентов в вузы России по квотам. Такие